Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем республиканском онлайн-семинаре. Традиционно семинары мы проводим первый и третий четверг месяца. И сегодня у нас уже 4-й семинар из нашего цикла. Сегодня мы с вами будем обсуждать вопросы, связанные с технологиями профилактики негативных социально-психологических явлений, таких как буллинг, аддиктивное поведение и другие, и употребление психоактивных веществ. Сегодня с нами работают наши федеральные и региональные эксперты. Позвольте мне представить наших коллег. С первым вопросом о восстановительных подходах и службах примирения в системе образования выступит Антон Юрьевич Коновалов, методист городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы, руководитель направления школьной службы примирения Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа». Антон Юрьевич также является членом Европейского форума по восстановительному правосудию, профессиональным медиатором и тренером по медиации в системе образования. Уважаемые коллеги, мы будем рады, если вы отразите свои вопросы к нашему уважаемому спикеру, и он, конечно, с радостью на них ответит. Далее мы с вами рассмотрим вопросы профилактики негативных социально-психологических явлений современного образования. Выступит Елена Васильевна Коваленко, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. Также она является консультантом нашего республиканского консультационного центра. Вопрос о социально-психологическом тестировании как очень важном инструменте психопрофилактики раскроют Юлия Валентиновна Живимова, руководитель отдела социально-профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения Центра образования и здоровья, и Ольга Валерьевна Борисова, методист отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения. И в заключение еще один очень важный вопрос, который сегодня поднимается и на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, это проблема профилактики участия детей в несогласованных протестах, втягивания несовершеннолетних в деструктивные действия, а также пути ее решения. С этим вопросом мы пригласили Ларису Владимировну Бадаеву, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Итак, коллеги, очень серьезные, важные вопросы сегодня мы с вами будем обсуждать, поэтому будем рады, если вы сможете присутствовать в течение всего нашего семинара, будете активно задавать свои вопросы. Пожалуйста, вопросы задавайте во вкладочке «Вопросы». Угу. Да, коллеги, пожалуйста, то, что не относится к теме нашего семинара, во вкладочку «Вопросы» не пишите, пишите в чате, а во вкладочку «Вопросы» только вопросы к спикерам по содержанию нашего семинара. Напоминаем, что видеозапись семинара будет доступна для просмотра. Все презентации спикера нам также представляют для вашего дальнейшего рассмотрения. И по итогам сегодняшнего семинара будет выдаваться сертификат на сайте форумов и конференций, там, где вы на семинар регистрировались. Уважаемые коллеги, я передаю слово для приветствия Анастасии Николаевне Игнатьевой. Пожалуйста. Добрый день еще раз. Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня познакомимся с уникальной интересной практикой московского специалиста именно в сфере служб примирения, да, то есть это та практика, когда педагоги, обучающиеся и родители между собой улаживают конфликтные ситуации. Этот вопрос очень актуален. И сейчас мы просим подключиться к нам Юрия Антоновича. Юрий Антонович. Антон Юрьевич, извините, пожалуйста. Антон Юрьевич, пожалуйста, выйдите в эфир. Мы ждем вас. Антон Юрьевич, вы готовы? Антон Юрьевич, мы ожидаем. Да, мы видим, что вы на связи. Подключитесь, пожалуйста, к нам. Вот уже в эфир Антон Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас видим. Так. Угу.
Все, хорошо, да, там потому что... Антон Юрьевич тренер и действительно практик в той деятельности, о которой будет нам сейчас рассказывать, и каким образом она организована, и какие результаты приносит вот такая деятельность в образовательных организациях. Антон Юрьевич, Республика Коми приветствует вас. Мы вас видим и слышим хорошо. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Я не очень понял, загрузилась ли там презентация. Если да, то можно ее поставить. Если нет, то я и так расскажу, тоже не страшно. Значит, насколько я понял, здесь вот тема семинара связана с проявлениями там буллинг, аддиктивное поведение и так далее. И мы с этим работаем. И идея была такая, то что создавать службы примирения. Возможно, вы знаете то, что этим летом вышли очередные методические рекомендации Министерства просвещения по организации служб примирения. Если вдруг не знаете, их можно скачать. Я сейчас скину ссылку на сайт, на котором все это есть, и мои службы примирения тоже более подробно. Сейчас я сразу скачаю и вам отправлю в чат. Сайт называется 3W, извините. Ну да, и так можно. 3W школьные.службы. Так, сейчас два дела делать у меня не получается. Отправляю сюда, вставить. Вот он сайт по службам примирения. 3W.школьные-службы-примирения.рф. И на нем либо с тем сайтом, на который я выслал, можно посмотреть, найти всю необходимую информацию. Да, вот говорят, что плохой звук, ничего не слышно. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня сейчас? Подтвердите тогда, что что-то не то со звуком. Может быть, я быстро говорю? Пишут, слышно, да, большое спасибо, все хорошо. Тогда это, видимо, надо что-то уточнить. Да, спасибо, уважаемые участники, можно задавать вопросы. Итак, когда в школе происходит какая-то сложная конфликтная ситуация, как школа может на нее реагировать? Когда я говорю конфликтная ситуация, это обычно ситуации, например, ребенок мешает в классе, украл что-то, стащил, разбил, подрались, устроили стрелку, выясняют друг с другом отношения, оскорбил, тот один одного оскорбил, другой в ответ ударил, класс поделился на группировки, кто-то, родители, например, написали жалобу директору, написали жалобу, чтобы убрали ребенка из класса, например, в начальной школе, уберите эту ложку дегтя из нашей бочки меда. Вот что делать с подобными ситуациями. Наиболее частое реагирование бывает следующее. Первое – это административное. Найти, понять, кто наибольше виноват, кто кого спровоцировал, и, соответственно, сказать ему, что он не прав, и чтобы он исправился, а если он не хочет исправляться, то тогда как-то пригласить, например, комиссию по делам несовершеннолетних или еще кого-то, кто на него как-то воздействует, чтобы человек исправился. Вторая частая реакция – это обратиться к психологам. Так, просит одно видео выключить. Что там за два видео, не очень понимаю. Я могу... Может быть, я вообще видео отключу. Так будет лучше идти? Посмотрите. Не знаю, что там за второе видео. Сейчас нормально? Раз, два, три. Так, теперь нет ни одного. Что? Да, какие-то технические. У меня тоже одновременно. И Киро, у меня два. Хорошо, тогда оставим то, как есть. Итак, вторая частая реакция школы на какие-либо конфликты – это обратиться к психологу. Психолог начинает работать, социальный педагог начинает работать, консультировать, оказывать какую-то поддержку. Но сложность в том, что далеко не все родители и дети готовы обращаться за такой помощью. Ну, то есть, если они уже готовы обращаться, то тогда все хорошо, психолог сработал. А если родители говорят: нет, мы не хотим, у нас никаких проблем нет, у нас все хорошо, и отстаньте от нас, вот тут возникает сложность, потому что заставить их обратиться к психологу или социальному педагогу невозможно. Можно только как-то вот уговаривать, и они не очень уговариваются. В чем идея службы примирения? Идея службы примирения в том, чтобы передать самим людям ответственность за решение ситуации. Не что-то им рекомендовать, не что-то их заставляет делать,
не искать, кто из них что нарушил, не обвинять их, но и не защищать их, а вот это называется нейтральная позиция, и чтобы все-таки сесть с ними за стол переговоров, чтобы они сами собрались, все участники конфликтной или проблемной ситуации, собрались за столом переговоров, услышали друг друга, отрефлексировали ситуацию, что произошло, что кого волнует, каким последствиям привело, кто что будет сделать, чтобы решить данную ситуацию, чтобы подобного больше не повторилось. Но сложность в чем? Как людей пригласить на эту встречу? Потому что, администрация школы, конечно же, может провести совет профилактики, она может там в комиссии по делам несовершеннолетних всех могут собрать, или там классный час собрать по какой-то проблеме, чтобы люди друг друга там как-то поняли. Как их из родителей, детей, из потребительской позиции сделайте так, чтобы нам все было и нам за это ничего не было, выполните наши требования, например, уберите ребенка этого из класса, обеспечьте, накажите классного руководителя, что он не соблюдает безопасность детей, выгоните директора, или что там родители пишут, со школы, защите какой-то иск со школы. Или наоборот, школа говорит, родители нас не слышат, родители нас не понимают, это родители не идут на контакт. И мы здесь тоже ни при чем, зачем мы будем устраивать, как-то организовывать с родителями контакт, они нас должны слушать, дети нас должны слушать. Вот из такой позиции, когда мы здесь ни при чем, пусть другие решают, перейти к тому, что давайте соберемся вместе и прежде всего услышим вторую сторону. Услышим имеется в виду не то, что часами будем сидеть и ждать, пока выговорится родитель или ребенок или еще. Услышим, это значит, поймем, что для человека важно. Вот здесь есть различие. Ничего он хочет. Хочет он, например, выгнать учителя, хочет родитель, или выгнать ребенка. А что для него важно? Например, безопасность собственного ребенка, чтобы серьезно относились к ее требованиям, родителю важно, чтобы его уважали, важно, чтобы ребенка принимали в классе, важно. Вот это есть важное различие. Что хочет и что для него важно. Вот как понять, что для него важно, вместе с ним это обсудить, разделить человека и проблему, что, не мама проблемная, как иногда говорят, учительница проблемная, ребенок проблемный, мама проблемная, а уж про детей, что там только нам не говорили, мне про детей говорили в начальной школы, там монстр, Чикатило, Малклоп да вонюч, еще что-нибудь. Это то, что учителя говорят про ребят в начальной школе. Вот перейти от этих клеймящего такого воздействия, от попыток вразумить ребенка и как-то надавить на него через его какую-то такую ответственность, ты должен, ты обязан с такой внешней родительской позиции, перейти от попыток воздействовать на детей через класс, вот то, что вы сегодня обсуждали, писали там по поводу буллинга, потому что если класс не находится на высшей стадии развития, на стадии коллектива, когда все друг друга поддерживают и очень хорошие взаимоотношения, а если просто класс сказать, давайте, ребят, вы как-то повоздействуйте на ребенка какого-нибудь там двоечника или который себя плохо ведет, ничего кроме буллинга и травли у них не получится, потому что они на него и будут воздействовать как могут. Вот перейти от форм манипуляций, давления, обесценивания к тому, чтобы услышать друг друга. И дальше передать людям ответственность, чтобы они обсудили, когда они друг друга услышат, кто что будет делать, кто какую ответственность на себя возьмет. Каждый немножко вложился, каждый немножко родители, дети, школа, остальные ребята, и ситуация начинает потихонечку решаться, начинает выправляться. Вот для того, чтобы приглашать людей в такую ответственную позицию, организовывать между ними сложную коммуникацию, чтобы она не переросла в эскалацию, в оскорбление, в претензии взаимные, в обиды, в еще больше какое-то обострение, для того, чтобы тот договор, который они заключат, они потом сами выполнили без понуканий, без напоминаний. Договорились, например, не материться. Больше не будут материться. Договорились отдать деньги за разбитый телефон, отдали деньги за разбитый телефон. Вот для этого обучаем, приглашаем мы и сами выезжаем в школы, когда выезжает служба примирения. Вот для этого она нужна. И поэтому служба примирения
смысл, вот как там пишут, там, вроде важно создать службу примирения. Дело не в том, что это еще одна какая-то там структура, которая должна быть создана. Скорее, это команда единомышленников, которые восстановительный подход или восстановительный способ разрешения конфликтов транслируют, удерживают и считают его важным в школе. Восстановительный способ разрешения конфликтов, что, еще раз повторюсь, ситуация решается самими участниками, но так, чтобы, если кому-то был причинен вред, чтобы он был заглажен. Если кто-то чувствует несправедливость, чтобы справедливость была восстановлена, но не за счет наказания другого человека или изгнания, а за счет того, что он сделал какие-то действия по заглаживанию вреда, по исправлению ситуации. Чтобы претензий взаимных друг у друга людей не осталось. Третье. И отношения между ними были восстановлены. Может быть, они не будут дружить, но, по крайней мере, вражды между ними не будет. Потому что иногда, вот администрация, помню, директор разрешил, говорит, я разрешил ситуацию в школе. Я потом встречаюсь с этими ребятами. Они говорят, да, мы помирились и больше друг с другом не разговариваем. Но мне вот кажется, что вот друг с другом не разговариваем, это не то, ну, не есть разрешение конфликта. Дальше. Для того, чтобы, когда они договорятся, дальше они обсудили, кто что будет делать, чтобы подобного не повторялось. И здесь акцент на слове «делать». Потому что довольно часто ребята, ну, например, его обозвали в классе, и он в ответ ударил. Ударил человека, ударил того, кто его обидел. Я говорю, больше так не будешь? Он говорит, больше так не буду. Я говорю, а если тебя опять оскорбят? Он говорит, ну если меня опять оскорбят, конечно, я же не хочу быть слабаком, конечно, я тоже ударю в ответ. Я у него спрашиваю, а зачем ты мне тогда говоришь, что ты больше так не будешь? Молодой человек отвечает, ну вы же от меня это хотите услышать. Я говорю, ну подожди, я приехал и я уеду, я как городская служба примирения вот готов в этом участвовать, но ты же останешься в классе. Как ты мог отреагировать на такое оскорбление, когда тебя, ну так, чтобы к тебе не было претензий? Он говорит, а я не знаю, я же тоже не хочу быть слабаком. Если ему раз сказал, не обзывай меня, два сказал, не обзывай меня, три сказал, а он его мать обозвал, в общем, матом послал, грубость про его родителей сказал, что я должен был сделать? Я спрашиваю родителей этого подростка, говорю, а действительно, что мог сделать этот ваш сын, чтобы как-то выйти из ситуации? Они говорят, ну, наверное, как-то ответить вот какими-то словами. Я говорю, ну, скажите, какими словами? Ну, сказать, что не обзывай. Он говорит, ну, я так и сделал, но тот же не слышит. И я обращаюсь к родителям, говорю, давайте так, если вы не знаете этого решения, логично, что ваш сын не нашел его так быстро, когда это все было в классе, прямо перед другими, когда его репутация страдала. И поэтому давайте вы обсудите это дома, даю вам домашнее задание, соберитесь на родительский совет сами, обсудите, какой бы мог быть, ну, чтобы там был ваш, не знаю, там отец был, может быть, крестный отец, брат старший, если есть, может быть, тренер спортивной команды какой-то, с ним, может быть, поговорить, для того, чтобы, когда этот подросток придет дальше на примирительную встречу, не просто он сказал, я больше так не буду, он мог сказать, я больше так не буду, потому что я нашел другие ответы, но он обсудил их со значимыми людьми, с тем, кому он доверяет. И дальше, чтобы он обсудил, что значит заглаживание вреда, если подросток готов заглаживать вред. Иногда это просто извинения, но иногда этого недостаточно. Опять же, некоторые действия должны быть. Как-то маловато просто слова «извини», если это не начальная школа. Хотя даже в начальной школе я, например, помню, когда один мальчик подергал двух девочек за косички, и его спрашивают, ну хорошо, как вот ты собираешься ее решать? Вот они сидят друг напротив друга. Он говорит, наверное, надо извиниться. Ему говорят, ну отлично, сейчас самое время, сходи, извинись. Иди извинись. Он говорит, ну вот, приношу извинения, я извиняюсь. Девочек спрашивают, принимаете ли вы извинения? Они говорят, да, принимаем. Ведущий спрашивает, медиатор спрашивает у мальчика, а что ты будешь делать для исправления ситуации? Он говорит, не знаю пока. Ему говорят, посиди, подумай. Мальчик посидел, подумал, говорит, о, я придумал. Сбежал в школьную столовую, купил 2 шоколадки, принес этим девочкам, отдал. Вот он уже сделал что-то своими ручками, вложился как-то в решение, в восстановление этих взаимоотношений. Очень важно,
чтобы, когда мы говорим, что значит каждая сторона услышала, обычно ведь что говорят педагоги, ребята? В конфликте оба виноваты. Вот мы не поддерживаем эту точку зрения. Или они говорят, ну, наверное, ты его как-то спровоцировал. Вот мы тоже не поддерживаем эту точку зрения. Потому что, ну, если один другого оскорбил, и тот ударил в ответ, то это не 0-0, как в футболе, да, если сюда закатили ворота и сюда закатили, это 1-1. Так же и здесь. Очень важно, чтобы один ребенок загладил вред, услышал, кому он какой вред причинил, и услышал это не от чужих, извините за жаргон, дяденек и тетенек, а все мы для них дяденьки и тетеньки, там, педагоги, еще кто-то, услышал непосредственно от того, кто пострадал от этого. Не то, что мы говорим, поставь себя на его место. Да не может он поставить себя на место этого ребенка, пока он не сядет напротив, и, как мы говорим, в безопасном пространстве, с открытой душой, с открытым сердцем, не будет слушать, каково было тому второму человеку. В чем там вред именно? И, как правило, он совсем другой, чем казалось бы в начале. Ну, не знаю, например, там, кража телефона. Будет написано в деле, телефон там 5, 15, 50 тысяч. Но дело же не только в этой сумме. Дело в том, что там ребенок дозвониться до матери не мог. Там были какие-то фотографии, переписка, контакты, которые важно, чтобы никуда не ушли, чтобы не смеялись над ним потом, над этими фотографиями ребенка, что он до врача не мог дозвониться. Вот эти все последствия услышь, пожалуйста. И чтобы второй ребенок услышал. А если он услышит, в чем вред, тогда понятно, как заглаживать. Например, весь класс теперь смеется после этих фотографий, которые там в телефоне было, и по всему классу их разослали. Мы встречались с такими проблемами и урегулировали их. Значит, обидчик, сделай что-то, чтобы не смеялись больше, приложи к этому усилия, поговори с классом, договорись, сумел сделать что-то плохое, сумей исправить ситуацию. А обидчик говорит, да, но он же меня тоже оскорбил перед этим, это же я ему отомстить хотел. Хорошо, тогда тот тоже должен исправить, который типа жертва или условно жертва, тоже исправить. Не то, что оба виноваты, а в том, что мы вообще не обсуждаем вину. Мы исправляем, кто что будет делать для исправления ситуации. Одна сторона услышит вторую, чем для нее были, с каким последствием привела, исправь и договорись, что ты будешь делать, чтобы не повторялось. Эта сторона услышь этого ребенка, исправь как-то ситуацию и договорить, что ты будешь делать, чтобы подобного не повторялось. И самое сложное – организовать между ними взаимопонимание на самом первом этапе. Потому что, как правило, стороны не слышат друг друга, не слушают и даже не пытаются это сделать. Каждый высказал свои требования и дальше превращается в торг. Ну вот я видел такое там на советах профилактики. Кто что требует от школы или школа от них, вот люди начинают сталкиваться и бороться. Вы нам обеспечите, вы ребенка выгоните. Вот мы сразу говорим, там, никакое наказание, изгнание мы никогда не обсуждаем. Мы против того, чтобы кого-то выгоняли. Ребенка или родителя, или учителя. Это для нас недопустимо. Директора ли. Они говорят, а как же так, если его из класса не убирать, не наказывать, не ругать, не переводить в другой класс? Как же сделать, чтобы он понял? И здесь есть несколько моментов. Первое. Обеспечить вот это понимание. Ну, например, жертва, пострадавшая девочка рассказывает какую-то там, вот, мне было грустно, мне было плохо, мне было обидно. Ну, начинающие медиаторы обычно говорят второй стороне, так, а ты что думаешь? И вторая сторона начинает что-то свое про себя. Ты меня спровоцировала, ты... Вот так не пройдет. Она даже не услышала первую, не услышала человека. Поэтому я всегда спрашиваю, скажи, пожалуйста, что ты услышал в словах Маши, которая тебе рассказывала? В половине случаев не слышал и даже не пыталась слышать. Поэтому, Маша, расскажи, пожалуйста, еще раз, услышь, пожалуйста. И мы добиваемся слушания. Приведу один пример. На уроке в школе, ну такая школа уголком стоит, буквы Г, бежал парень, 9-классник. Здесь шла девочка 2 класса. Парень бежал на контрольную по биологии. Встретились 2 одиночества, столкнулись, разлетелись. И вот их приглашают на примирительную встречу, которую ведет девочка, юный волонтер службы примирения, юный медиатор, девочка 6 класса. Она обращается к мальчику, 9-класснику, говорит, ну расскажи, как ты видишь ситуацию. 9-классник. Мое тело летело на биологию, а когда мое тело летело, все должны расступаться. Ну ладно.
ведущая обращается к второкласснице, которая с порванными колготками расстроенно сидит. Она говорит: расскажи, как ты видишь ситуацию. Девочка, второклассница. Так. Это были мои любимые колготки с котятами. Девятиклассник. Какие колготки? С какими котятами? Ну, и вы понимаете, что сказать. Поставь себя на место этой девочки. Вот как ей, если бы у тебя... Ну, как девятиклассник, парень, поставит себя на место колготок, котята? Это все как разные вселенные. Что делает ведущая, чтобы обеспечить взаимопонимание? Она задает вопрос. А скажи нам, второклассница задает вопрос, а скажи нам, пожалуйста, почему для тебя так важны эти колготки с котятами? Ну, вы уже знаете, это переход вот от этих позиций к интересам, вот к тому, что для человека важно. Второклассница. Мне их мама вчера на день рождения одела, чтобы я сегодня на день рождения одела, чтобы я самая красивая в классе была. А они порвались уже. Девятиклассник задумывается. Ну, заметьте, создана безопасная атмосфера, там взрослых вообще нет. Да? Там они между собой и с участием, и ведущий помогает их ровесница. Задумывается и говорит: ну, вообще, да, если бы мне мама на день рождения подарила бы планшет, а я бы на второй день бы его расколотил, наверное, плохо было бы. Извини меня, пожалуйста. Вот если нету давления, воздействия педагогического или юридического или еще какого-то, попыток исправить человека, а наоборот есть безопасная атмосфера и созданы условия для коммуникации определенные, то тогда есть шанс, что они друг друга услышат. Например, вот так. Вот он начинает думать, рефлексировать, сам размышляет над этим, начинает его понимать. Потом важно, как исправить ситуацию. И они действительно не всегда знают, но иногда мы думаем, кого пригласить из значимых для них людей, и далеко не всегда это родители. Иногда мы спрашиваем: хорошо, кого бы ты хотел видеть на такой примирительной встрече, когда мы еще и только готовим? И я помню, было очень сложное дело, ну, юридическое было дело, там межнациональная драка с применением холодного оружия между там, русскими националистами и армянской диаспорой. Вот так оно пришло в школе. Но они там забили стрелку во дворе, как оказалось, под окнами кабинета директора. Директор выбежал, разняла их, нож они там выкинули, но пришло вот так вот. И, конечно, когда оно вот так звучит очень жестко и резко, там, драка с холодным оружием, националистами, директор говорит: не ходите туда, никого слушать, никто слушать не будет, никто ничего, они вообще, эти националисты, диаспоры, это вот только если их там в комиссию направлять, на учет ставить и прочее. Я говорю: ну, я схожу, попробую. Встречаюсь сначала с мальчиком, который русский, который вот... Говорю: расскажи историю, как, что случилось. И он мне начинает рассказывать. Он говорит: да, вот мы поругались из-за того, что там он какую-то подпись под фотографией ВКонтакте девушки сделал и признает, что это неправильно и готов как-то это исправлять. Но когда ему сказали, что к тебе идет толпа, вообще тебя идет бить, он позвал... и он по поводу национализма. Он говорит: я когда-то ходил в эту националистическую группировку, но я от них давно ушел. Но когда ему сказали, что его сейчас идет толпа встречать и драться с ним, он позвонил туда и сказал: приезжайте, выручайте, и даже кто-то там приехал. Я говорю: а как ты сейчас к этому национализму относишься? Он говорит: ну я сейчас вообще от этого отошел, но поскольку, это уже я вам говорю, в школе с конфиденциальностью примерно как на базарной площади, то, естественно, о том, что он когда-то был в этой группировке, всей школе стало известно. И поэтому теперь, когда он выходил из столовой, шестиклассники выстраивались в ряд, стояли перед ним и кричали там «Хай Гитлер», чем травили его ежедневно. И он говорит: ну я не хочу, мне это неприятно, я исправлю, что я не хочу, чтобы так ко мне относились. Я пошел к молодому человеку, который вот из Армении. Он говорит: ну как, я вступился за девушку. Но мне теперь говорят: еще вот этого побей, еще вот этого побей. Я вам тут что, Робин Гуд, что ли? Я сюда учиться приехал. Я не собирался ни с кем драться. Но когда мне сказали, что ко мне националисты сейчас приедут, конечно, я сказал своим ребятам и родственникам: выручайте.
Я их спрашиваю, кто бы мог вам помочь в этом, решить эту ситуацию? А они оба сказали, сначала один, потом второй, вот у нас есть одноклассник, который может помочь. Я с ним поговорил, он говорит, да, окей. Я говорю, но ты не будешь ничьим адвокатом, ты поможешь их как-то урегулировать. Отлично. И фактически я только начал, и дальше этот подросток провел все переговоры. И оказалось совсем по-другому, не так, как было изначально. Каждый из них, например, говорит, ты что толпу собрал? Второй говорит, я собрал, это мне сказали, ты собрал. Оказалось, там в школе есть ребята, это называется шакалы, которые ставят ставки, снимают на видео, продают потом. Одному сказали, другому сказали, столкнули их. И каждый думал, что против него толпа. И поэтому вот этот ребенок, и, конечно, он вел не как медиатор себя. Он им говорил некоторые очень резкие вещи. Он говорил, не надо, ну я уж скажу, как в его речи было. Он говорит, не надо мне лапшу на уши вешать. Я ваш одноклассник, я знаю, как там что было. Это вы там в полиции будете изворачиваться. Давай уже мирись с ним. А ты с ним мирись, уже достала ваш конфликт. И он, но, конечно, он был не медиатором. Он помогал, как авторитетный, приглашенный ими человек, помогал им урегулировать эту ситуацию. И они все решили, договорились, все, вопросы все снялись, все было хорошо. Так, вопросы тут вот в чате. Как смотрит прокуратура на участие несовершеннолетних в роли медиатора? Как соотносится служба примирения с медиацией? Что-то поменялось ли в законодательстве? Отвечаю. Прокуратура смотрит на участие детей в роли медиатора отрицательно. Как мы не пытались сказать, что если мы говорим медиатор, это не из закона о медиации школьной, точно так же, как если есть, например, президент школьного самоуправления, это не президент Российской Федерации, это президент школьного самоуправления, или школьный, в рамках школьного самоуправления библиотекарь, это не ставка библиотекаря, это ребенок книжки там в классе помогает что-то, ну, по крайней мере, раньше как было. Прокуратура не слышит, ну, или некоторые прокуратуры не слышат, поэтому мы сейчас убрали вообще слово «медиация» из положения службы примирения, не употребляем это, потому что основание прокуратуры действительно есть, там в законе есть, что не меньше 18 лет или даже 25, там для разных профессиональный медиатор, непрофессиональный. На сайте, который я вам скинул, на первой странице есть пакет материалов для организации службы примирения, там же есть внутри пример положения, которое было проверено прокуратурой, и претензий к нему не было. Я понимаю, что на два юриста 3 мнения, но московская прокуратура проверила, осталась довольна. Сказала, да, к этому у нас претензий нет. И поэтому при выборе, что оставить в положении школьников в качестве тех, кто помогает разрешать конфликтные ситуации, или название медиация, мы убрали медиация. И в каком-то смысле это правильно, потому что это одно из различий между медиацией и службами примирения. Служба примирений, то, что я вам рассказываю, работает на другой модели. Восстановительное правосудие, восстановительный подход. У нас не коммерческая медиация, не та медиация, которая прописана в 193-м федеральном законе. Тем более, что тот закон имеет ограничения. Там во второй его статье сказано, что этот закон применяется к семейным, трудовым, коммерческим и каким-то там еще и иным спорам. То, что у нас происходит в школе, драка, кража, разрисовал стены, сорвал урок, курил или что там вот возникает, не является коммерческим, семейным, трудовым и иным спором. Спор имеется в виду в юридическом значении. Не в смысле, что два ребенка спорят, а спор как то, что передано в гражданское судопроизводство. Поэтому, да, сейчас повторю ссылку. Поэтому, конечно, мы не работаем по закону о медиации. И если чисто формально подходить, потому что слово «медиация» используется в двух значениях, кстати, так же, как слово «воспитание». В широком смысле, где вообще любая деятельность, когда третий человек из нейтральной позиции помогает людям договориться. Ну, это может быть священник, это может быть там, человек на работе, сосед, еще кто-то. И в узком смысле это человек, который профессионально этим занимается, зарабатывает деньги и работает в соответствии с законодательством закона о медиации. Если вы двух своих детей помирили как родитель, вы же не говорите, что вы запустили процедуру медиации. Но если вы помогли им сами договориться, или двух учеников в классе, или двух соседей, или двух там кого-то на лестничной площадке, может быть, вы сделали, вы выступали в роли медиатора. Но понятно, что вы не по закону там не заполняли с них там все эти документы с ними, вы просто выступили в этой роли. Точно так же, как мы можем выступать в роли там кого-то еще, там, советчика, еще кого-то, и это не является там, не знаю, не про профессиональную деятельность.
Поэтому, еще раз, на сайте, который я выслал, сейчас я могу еще раз скопировать, может быть, кто-то не увидел, здесь я просто вижу, вот сайт. На первой странице внизу посмотрите пакет материалов для создания службы примирения, и там там много остальных, несколько документов, в том числе это положение. И поэтому, кстати, служба примирения, служба медиации этим отличаются. Служба медиации в основном строится на модели классической медиации, называется АРС, альтернативного разрешения споров. Это модель Гарвардской школы переговоров, которая применяется больше по коммерческим и семейным спорам. Восстановительное правосудие свои основания ведет скорее из идеи, вот как реагировать на различные там криминальные ситуации несовершеннолетних и также на традиционные практики примирения. В мире это, если кто-то знает, круги, семейные конференции, а у нас какой-то образ такой, и мы это изучали, ездили, это вот сельский сход, когда, например, все вместе собраться, всей деревни, и найти какое-то согласованное решение. Или традиция мыслята на Кавказе, если кто-то знает, примирение через старейшин. Когда там по очень сильным, очень жестким ситуациям, даже там смертоубийство, но обычно это по неосторожности, например, ДТП или на охоте, или еще как-то причинение смерти по неосторожности, когда через старейшин происходит примирение, заглаживание вреда и возмещение ущерба, вот опять же эти же ценности, но старейшины их организуют. У нас, конечно, мы не можем перенести традиции мыслята с гор Кавказа в наши школы или из старины взять впрямую сельский сход, но основную идею, что всем вместе, всем миром собраться, не куда-то жалобы писать, не изгонять никого, не наказывать, собраться всем миром, мирно договориться, мирно найти решение, вместе его выполнить, услышать друг друга, вот эти ценности, они остаются. Как родители, спрашивают, как родители относятся к службе примирения? Про службу медиации не знаю. Приходится регулировать конфликты не с участниками, а с родителями. Вот у нас городская служба примирения, у нас всегда родители, потому что когда нас приглашают, ситуация уже всегда вышла за пределы детей просто. Это уже жалобы написаны, уже втянулись классный руководитель, специалисты школы, администрация, может, против своей воли втянулись, их уже там втягивают, да, например, жалобу обратились к директору или уже в департамент жалоба пошла на эту школу. И там, конечно, всегда участие родителей. Для меня родители являются очень важным ресурсом, конфликтующие родители в том числе, по следующей причине. Мы можем провести прекрасную примирительную встречу между детьми или с ними сначала обсудить, сказать, давайте идти мириться. Потом они придут домой, и если родители будут транслировать ненависть, вражду, предубеждение, то ничего хорошего не будет. Да они просто на примирительную встречу не придут, потому что ребенок, может быть, и скажет, я хочу мириться, а мама скажет, знаешь что, никуда ты не пойдешь, я не понимаю, что это такое, не дружи с ней, или я буду жалобу писать. И наоборот. Если нам удается втянуть в эту беседу родителей, может быть, сам ребенок еще считает, что надо бить первым или еще что-то, а мама скажет, возьмет его за ручку, скажет, а я поняла, это очень правильно, то, что служба примирения предлагает. Пойдем, я с тобой пойду, и ты пойдешь, и я буду извиняться, и ты будешь извиняться, встретимся со второй семьей, и я пойму, что там, и расскажу, как я это вижу, ты скажешь, мы все договоримся и все это сделаем. И поэтому на тех тренингах, если кто-то есть, кто был на тренинге недавно в Ухте, не дадут соврать, что мы всегда разбираем, проигрываем ситуации, прямо берем типичные ситуации со стороны участников и просим их разыграть сначала, и там всегда есть участие родителей. И как ведущий восстановительных программ сначала приглашает в ответственную конструктивную позицию ребенка и его родителей, или там других законных представителей, которые изначально не хотели мириться, потому что кто хочет мириться, пойдет помириться и нас не спросит. Как его пригласить? И это уже вопрос этапов и технологий, это уже на тренинге сейчас, на сайте есть, это не тайна, там книжка есть на сайте, можете посмотреть, и видеоматериалы есть, где я это рассказываю, посмотрите, или как-то отдельно расскажу. Со второй стороны также, с детьми и с родителями, со стороной обидчика, со стороной потерпевшего, и только после этого собрать их вместе.
И поэтому, конечно, важный вопрос, как обсуждать с родителями, потому что с детьми школа справляется обычно все-таки. А вот родители, как пригласить в ответственную позицию. И там есть отдельный раздел, последнее, что скажу, если больше не будет вопросов, потому что время. Это профилактические программы, отдельный разговор про это, как снизить риск конфликтов в школе и жалоб, и как наладить взаимодействие педагогов и родителей еще там 4-5 класс, чтобы оно не рассыпалось все к 7 классу, когда начнутся какие-то проблемные, ну там пубертат и прочее, какие-то проблемы будут возникать. И там такие круги в школе мы проводим, сейчас я просто смотрю, что у меня время уже вышло, когда сотрудничество школы и родителей возникает, кто что будет делать, вкладываться вместе, что будет вкладываться школа, что будет вкладываться родители, для того, чтобы всем детям и родителям, и классному руководителю тоже как члену класса было спокойно, комфортно, безопасно жить, учиться в этом классе. Чтобы и родители, не только 3-4 человека родительского комитета, а ну, практически все родители, максимальное число, там, ну не знаю, 23 из 25, план, какие вклады, зачем, и втягивание их в активную родительскую позицию еще до того, как возникли конфликты. И тогда, когда возникает уже какой-то конфликт, родители помнят, ах да, мы же уже как-то сидели в кругу, мы все это обсуждали, мы это делали, мы понимаем классного руководителя, мы там с ним ходили, мы его знаем. Особенно детей трудных подростков, которых потом тяжело будет привлечь, а не только активистов. И тогда они скорее начинают договариваться, слушать и слышать друг друга, чем куда-то бежать, писать, либо травить друг друга в чатах. Добрый день. Если в школе уже документально указано, что служба медиации, необходимо ли пересоздать школьную службу примирения? Значит, я думаю, Октябрина, первое, что вам нужно, это разобраться, в чем различие и в чем, ну, что вы хотите. Разные немножко модели, ну, ничего страшного, например, педагогика и психология же тоже отличаются, ничего, это не значит, что там педагога одно лучше другого, или разные модели в педагогике, разные модели в психологии, есть разница, да, там, гештальт это не то же самое, что, не знаю, там, бихевиоризм, не то же самое, что психоанализ, ну, есть разница, нельзя делать все одновременно. Вам разобраться. А дальше, если вы посмотрите последние методические рекомендации, они также указаны на первой странице сайта, который я вам скинул, это летом 2020 года они вышли, там обе модели описаны, и наша, и модель служб медиации. Один из вариантов, чтобы вам сейчас все не менять, я думаю, что можно написать через дефис, например, примирение / медиация, если хотите. Если вы точно будете уверены, что вам нужна именно служба примирения, можете ее переназвать. Ну, просто, видимо, это какие-то будут усилия, чтобы это исправить. Две службы я не думаю, что есть смысл создавать, проще через дефис. Но, понятно, я уже сказал, что я считаю, ну, это уже мое оценочное суждение в данном случае, что, конечно, я приверженец той модели, которую мы разрабатывали, служб примирения, я в ней 20 лет этим занимаюсь, и если бы я считал, что лучше другая модель, было бы за другую. Но в целом я за то, чтобы было разнообразие, и каждый мог выбрать ту модель, которая ему ближе. Ну, а я буду рассказывать про службы примирения и их ценности. Еще, если есть какие-то вопросы, если время позволяет, готов ответить. Если нет, то тогда слово обратно руководителям, организаторам. Спасибо вам огромное, Антон Юрьевич, за интереснейший доклад. Действительно, практика очень яркая, очень востребованная. И вот я думаю, те школьные службы примирения, которые возможно, да, создать на базе образовательных организаций, они были бы действительно востребованы, и эта деятельность была бы привлекательной для всех участников образовательного процесса. Вот этот ваш опыт, да, который уже разложен документально, да, есть и положения, и разработаны различные пакеты документов. Хорошо, что вы нам оставили ссылку на сайт. Мы очень рады сотрудничать с вами. Я думаю, наши педагоги с удовольствием обратятся к вашему сайту, может быть, к вам. Я знаю, что вы всегда активны, идете навстречу и сотрудничаете с регионами и со всеми участниками, так скажем, образовательного процесса, у которых существует ряд проблем и которые важно решить. Спасибо вам огромное.
Да, благодарю. На сайте там есть и книги, исследования, видео, все можно смотреть, все открыто. Да, мы ознакомились с сайтом, спасибо огромное. Коллеги, мы вам тоже рекомендуем с ним ознакомиться, ссылочки есть, мы еще оставим после нашего семинара ссылку на сайт Антона Юрьевича и его школьных служб примирения. А сейчас разрешите представить следующего выступающего. Это Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог Регионального центра развития социальных технологий. И сегодня Елена Васильевна нам расскажет о профилактике негативных социально-психологических явлений современного образования, буллинг, аддиктивное поведение и другие, и употребление ПАВ. То есть тема ее доклада созвучна с нашей темой семинара, и здесь уже будут какие-то, да, у нас, так скажем, то есть понятия, да, разделены, и вот именно с точки зрения педагога-психолога будут даны данные о проблемах, которые существуют в современном обществе. Добрый день. Продолжим, да, немножечко все-таки в похожем русле, то есть говорим об особенностях поведенческих, психологических детей, так или иначе участвующих в какой-то степени в таком совместном жестоком обращении. Я расскажу такие общие вещи, которые, собственно, информативно являются профилактическими, которые должны знать как сами участники образовательного процесса, то есть педагоги, сотрудники школ, это должны знать родители, и желательно всю эту информацию также давать детям, потому что, как говорится, если проинформирован, значит вооружен, и, соответственно, основной момент профилактический имеет прежде всего информирование всех участников о таких процессах, как в частности буллинг. Основной акцент будет на нем сделан. Мы знаем о том, что этот термин появился достаточно недавно, но по факту жестокое обращение существовало всегда в детской среде. И буллинг – это обращенность жестокого обращения на какого-то конкретного ребенка со стороны либо одного ребенка, либо группы детей. И буллинг всегда возникает в среде, которая все-таки предрасполагает к его возникновению. И если говорить именно о специфических признаках буллинга, да, то это обязательно должна быть разница в силе, скажем так, волевой у жертвы и у агрессора. О буллинге можно говорить тогда, когда жертвой оказывается один и тот же ребенок достаточно постоянно и регулярно. Также можно говорить о буллинге тогда, когда ребенок не в состоянии себя защитить, и буллинг не прекращается в течение длительного времени. Важно понимать всем педагогам, родителям, что буллинг не рассосется сам по себе, и в него обязательно нужно включаться взрослым. В плане того, что буллинг является опасным, можно еще отметить такой момент, что именно в детском возрасте, детском подростковом возрасте закладываются паттерны поведения, и в том случае, если ребенок регулярно оказывается жертвой, есть вероятность, что именно такая стратегия поведения сформируется у него, и впоследствии есть вероятность, что он, например, уже будет становиться жертвой моббинга, да, то есть жестокого обращения на работе по отношению к себе. Кроме того, и поведение агрессора жестокое также отражается на становлении психики ребенка, и в дальнейшем такой ребенок, используя вот эти навыки взаимодействия с окружающими, также будет иметь определенные сложности при взаимодействии с окружением. Что важно знать педагогам и взрослому окружению, что буллинг может быть не только заметным для всего окружения, то есть это может проявляться в виде физической или словесной агрессии, которую взрослый может наблюдать. Опасность буллинга также заключается в том, что он может быть скрытым, и не всегда это может заметить педагог при, скажем так, поверхностном взгляде, да? То есть важно замечать в том числе и скрытые признаки буллинга. Об этом мы поговорим немножко дальше.
важно понимать, что педагогу нужно включаться не только тогда и взрослому окружению, когда есть признаки физического буллинга. Да? Нам кажется, что именно этот вид буллинга самый опасный. То есть это когда имеются умышленные толчки, удары, пинки, нанесение телесных повреждений другому ребенку. Точно так же опасен психологический школьный буллинг, который предполагает психологический школьный буллинг, который предполагает именно воздействие на психику ребенка. И по исследованиям психологов именно психологический буллинг является достаточно наиболее тяжелым для растущего организма ребенка, и именно он вызывает больший процент суицидов среди детей и подростков. Кроме того, есть социальный буллинг. Это тогда, когда, например, ребенка изолируют, не включают в совместные действия, не обращают на него внимание дети в классе, либо же совершают по отношению к нему какие-то унизительные действия. Ну и в последнее время появилось направление такое, как кибербуллинг, новая разновидность, да, также опасная и угрожающая для психики детей, потому как если от физического буллинга можно защититься, например, оказавшись дома, быть в безопасности, то кибербуллинг, он может быть круглосуточным при наличии устройств, гаджетов, и достаточно сложно выявить источники, кто это совершает. Детям сложнее противостоять, попросить защиты именно в случае кибербуллинга. И кибербуллером может стать любой ребенок, то есть круг агрессоров расширяется, потому что не нужны какие-то специальные физические, физиологические данные. Важно также знать педагогам и родителям, что буллинг имеет свои гендерные и такие психологические закономерности, то есть возрастает риск возникновения буллинга в такой возрастной категории, как 11-12-летние дети, чаще всего это мальчики. Особенно выражен буллинг в начале учебного года, когда происходит такая энергичная борьба за место в групповой иерархии. Позже, когда процесс завершается, выстраивание иерархии, буллинг немного ослабевает. Кроме того, буллинг связан не столько с повышенной агрессивностью мальчиков, а связан с их нормативной культурой. В среде мальчиков физическая агрессия, как правило, влечет за собой повышение авторитета и повышение статуса. Поэтому буллинг используется как инструмент для достижения определенного социального положения в значимой группе. У девочек в большей степени используется не физически, хотя в последнее время наблюдаются и учащение случаев физической агрессии именно между девочками, но тем не менее чаще используется именно психологический буллинг, бойкоты и так далее. Важно понимать структуру участников буллинга, то есть всегда имеются жесткие роли у детей и четкое распределение ролей. То есть всегда есть зачинщики, агрессоры, всегда есть жертвы, всегда есть преследователи, наблюдатели и есть иногда защитники жертвы. Каждый играет свою роль, у каждого есть последствия психологические, негативные, в том числе и у наблюдателей. И
важно педагогам знать своих детей в классах, кто в какую группу может попадать и, соответственно, проводить определенную профилактическую работу с разными категориями детьми. Агрессоры, кто это такие? Это обычно 1-2 человека в классе, которые становятся инициатором травли, буллинга, и им по каким-то причинам, например, не понравился кто-то из одноклассников, они начинают его дразнить, задирать, осмеивать, демонстративно избегать, не принимать в игры и так далее. Ну, такой стандартный набор инструментов воздействия детей друг на друга. И процесс отвержения, в принципе, может начаться довольно рано, уже в 1 классе, и уже ближе ко 2-3 четверти уже учитель может понимать, кто в классе является зачинщиками, агрессорами, а кто может попасть в группу жертв. Исследователи отмечают, конечно же, типичные причины агрессоров. Это дети активные, очень общительные, которые претендуют на роль лидера в классе, дети, которые стремятся любой ценой быть в центре внимания. Это дети, которые не умеют сочувствовать окружающим, не могут идти на компромиссы. Чаще всего это дети, имеющие определенные особенности в семейном воспитании. Это либо демонстрация агрессивной модели поведения в семье, либо же семьи с особенностями социальной ситуации, либо же это дети с какими-то неврологическими диагнозами, в том числе дети с гиперактивностью. Кто такие преследователи? Как уже говорилось, зачинщиками травли становится несколько человек. Часть детей, группа, являются поддерживающими последователями. Они с удовольствием тоже смеются над жертвой, могут прятать его вещи, подхватывают обидные прозвища, не упускают случая толкнуть и так далее. Почему дети так поступают? Ну, во-первых, они подчиняются так называемому групповому закону. Все пошли, я пошел, все толкали, я толкал. Для части детей важно заслужить расположение лидера класса. Для части детей важно преодолеть свой страх, тоже оказаться изгоем. То есть, присоединившись к агрессорам, они преодолевают данный страх. И, наконец, большой процент последователей таким образом тоже самоутверждается в тени лидера. Педагогу важно различать все вот эти моменты во взаимодействии детей. Кто становится последователями? Чаще всего это не самостоятельные, легко поддающиеся влиянию окружения дети, безинициативные, в какой-то степени комфортные, не склонные признавать ответственность за происходящее. Часто могут быть подвержены жесткому контролю со стороны родителей. Родители очень требовательные, и вот эти вещи переносятся на взаимодействие с детьми. Они не склонны задумываться о своем поведении, не уверены в себе и очень дорожат дружбой, оказанием доверия со стороны лидера. Немножко, да. Так. Что еще важно знать? Важно, конечно же, познакомиться с особенностями жертвы. Жертвой буллинга может стать, как показывают последние случаи, любой ребенок. Это не обязательно должен быть какой-то ребенок из семьи в трудной жизненной ситуации. В принципе, жертвой буллинга может стать любой ребенок, который в той или иной степени выделяется какими-то особенностями в классе. В том числе чаще всего это становятся те дети, которые даже не столько не могут быть агрессивными, как иногда думают родители и педагоги. Чаще всего это дети, которые не обладают такой психической функцией, как настойчивость. Настойчивость отстоять свою позицию, настойчивость в том, чтобы отстоять свое мнение, не умеют демонстрировать свою уверенность и при нападках либо занимают позицию такого напряженного
отстранения от ситуации, и при этом не проявляют свое какое-то действие и отношение к этой ситуации. Но кроме того, могут быть еще в категорию жертв могут попасть дети, которые имеют какие-то особенности в развитии, то, что другими детьми воспринимается как слабость, особенности здоровья, особенности развития, особенности личностные какие-то, а также дети, которые невольно провоцируют по отношению к себе негативное поведение, особенностями в поведении. То есть, например, неряшливые дети, дети с дурными привычками. То есть это вот тоже те моменты, которые необходимо взрослым обращать на это внимание и корректно подсказывать, помогать детям исключать вот эти особенности из своего поведения. В том числе и взрослые могут провоцировать появление жертв, в том числе и педагоги, учителя, когда выделяют любимчиков в общей группе детей, когда выделяют кого-то вот особенного, кому есть особенное отношение. То есть дети в большинстве, в большем проценте ополчаются против такого ребенка. Кроме того, есть такая категория детей, как прилипалы, которые не имеют достаточной эмоциональной поддержки дома, ищут ее в группе сверстников и при этом становятся достаточно прилипчивыми, и дети могут начать агрессировать на таких детей. Это в том числе дети с так называемой ролью шута, и есть еще дети, которые по отношению к ним, может быть, и нет буллинга, но которые вызывают, скажем так, которые подвергаются социальной изоляции в большей степени. Это вот озлобленные дети и непопулярные дети, но им, может быть, не в такой степени достается. Ну и важно проговорить такую категорию, как категорию наблюдателей, почему важно на нее обратить внимание, потому что они являются поддерживающей такой питательной средой для продолжения буллинга, потому как наблюдают, но не защищают жертву. И они в том числе испытывают достаточно сложный спектр эмоций, начиная от чувства вины за то, что не защищают другого ребенка, и заканчивая тем, что иногда в какой-то степени присоединяются к буллингу. В категорию наблюдателей могут попасть не только дети, но и взрослые, кто не принимает никаких мер по прерыванию вот этого буллингового процесса. Важно понимать, что школьный буллинг не столько зависит от того, будет ли ребенок агрессор или будет ли ребенок жертва, то есть ребенок агрессивный и ребенок склонный быть к жертве, они могут быть в классе, такие дети, да, склонные к тому или иному полюсу, но при этом буллинг не возникнет. А вот если в классе присутствует высокий уровень тревоги среди детей, будут отсутствовать благоприятная, комфортная среда в классе, и не будет четкой, не то чтобы иерархии, но четкого ролевого распределения в классе, где у всех детей будут позитивные, скажем так, роли с нормальным функционалом, то в таком случае дети начнут брать на себя те роли, к которым имеют склонность и которые спонтанно при определенных моментах у них сложится. Поэтому, конечно же, при выделении явных лидеров и явно неуспешных детей большая роль лежит на педагоге по тому моменту, чтобы сделать иерархию в классе и ролевое распределение несколько иным, более все-таки поддерживающим и более функциональным между детьми. Кроме того, важно понимать, что какие категории детей еще являются группой риска. Это прежде всего начальные классы, когда только идет адаптация к
в принципе, школьной среде и к тому, какую я роль занимаю и как я должен взаимодействовать с окружающими, какую роль во всем этом играет учитель. При переходе в среднюю школу помним, да, что это как раз совпадает, то есть это двойная такая рисковая зона, переход в принципе, да, в новые учебные условия, и плюс еще совпадает с 11-летним возрастом, когда возрастает риск завоевания положения популярного именно за счет агрессии. То есть это двойной такой, да, рисковый момент. И кроме того, когда есть бездействие взрослых. То есть при этих всех моментах риск буллинга возрастает. Важно понимать, что если взрослые не урегулируют травлю, это будет влиять на всех детей, это будет влиять на самого взрослого. И это будет не то, чтобы даже отвлекать детей от обучения. Нужно понимать, что дети в принципе могут воспринимать информацию только тогда, когда они находятся в комфортной обстановке. Если у ребенка тяжелое психологическое состояние, естественно, идет борьба за жизнь, скажем так, спокойную психологическую, и дела до обучения ребенку нет. Что важно в позиции взрослых в таких ситуациях? Во-первых, все факты насилия должны быть обязательно рассмотрены педколлективом вне зависимости от оценки вот учителя в коллективе, кого это произошло. То есть здесь здесь разговор идет не о компетентности педагога, а о том, что вообще буллинг может произойти в любом классе, и действительно в одиночку учителю справиться сложно с таким явлением. То есть ни в коем случае нельзя на него навешивать ярлыки неуспешного педагога. Как говорил предыдущий коллега, действительно буллинг – это такое системное явление, в которое должны включаться все. Вызывать беспокойство у педагогического коллектива должны не только случаи физического насилия, но также и случаи психологического насилия. Мы об этом поговорили. Важно в школе иметь не просто какие-то от случая к случаю разовые акции, да, воздействия на уже возникший случай буллинга, а все-таки феномен буллинга является таким вызовом в школе сегодня, да, вот в 21 веке, а все-таки требует каких-то долгосрочных мер, определенных долгосрочных мер, которые станут частью организационной культуры школы. То есть когда все участники образовательного процесса знают, как мы себя ведем, то есть родители, педагоги, технический персонал школы, и сами дети знают, как мы себя ведем, когда возникает буллинг. То есть, во-первых, мы знаем, что это такое, а, соответственно, частью профилактики является информирование всех участников процесса о том, что такое буллинг, как он возникает. И обязательно должны быть прописанные правила четкие в школе о том, как каждый участник себя ведет при возникновении случая буллинга. Желательно, чтобы это всегда было под рукой и все действовали по определенной схеме. Ну и дальше, когда дети попадают в такие ситуации, конечно же, необходима индивидуальная работа со всеми участниками ситуации, работа с группой, то есть с сообществом класса, ну и учитывая возникшие, вновь открытые, например, моменты, нюансы реорганизации организационной культуры школы. Без признания проблемы о том, что в нашей школе есть буллинг, соответственно, никаких действий не будет произведено. Без принятия ответственности о том, что у нас нет каких-то регламентирующих вещей, да, мы не знаем, как себя вести в той или иной ситуации, тоже проблема не будет преодолена. Ну и, соответственно, без разработки определенной стратегии также результатов не будет. Все эти компоненты должны быть в школе, желательно, чтобы они работали. В индивидуальном порядке работают и с агрессором в обязательном, да, порядке, и с ребенком жертвой, и с наблюдателями. Работают в плане формирования все-таки конструктивного поведения и используют вот сейчас разработанные способы преодоления буллинга.
Я их назову, они, в принципе, уже известны, с ними можно ознакомиться. Во-первых, это дневник буллинга, да, это то, что ведет жертва буллинга, там, где ребенок описывает случаи, ситуации, время, дату, что конкретно, кто, и этот дневник дается на ознакомление педагогу класса, да, чтобы понимать, как часто с ребенком это происходит. Помним, что как только появляются защитники у жертвы, буллинг в большей части процентов прекращает свое существование. Поэтому важно помогать ребенку сформировать команду связей. Это тоже делается с помощью взрослого, то есть либо с помощью классного руководителя, с помощью подключения родителей. То есть один из механизмов – это формирование команды связей. Дальше это, конечно же, правила школы, то есть четкое обозначение взрослыми о том, что насилие в нашем классе, в нашей школе не существует. И, конечно же, один из способов – это формирование заполненной вне урочной деятельности, то есть когда ребенок занят, соответственно, и времени на агрессивные действия остается меньше. Кроме того, у нас в городе Сыктывкаре существует такой замечательный способ работы с подростками. Осуществляется он с помощью некоммерческой организации. При желании можно будет узнать, да, когда с помощью, скажем так, интерактивного театра с детьми проигрывается, с помощью актеров и действующего психолога проигрывается ситуация буллинга. Вот этот формат работы, интерактивное занятие с детьми, когда они в игровой ситуации проживают под чутким руководством модераторов ситуацию буллинга и ищут выход из этой ситуации. Вот такая форма работы на сегодня считается самой действенной. То есть когда в безопасной обстановке ребенок проживает разные варианты и способы выхода вот из сложной ситуации. Ну и есть такой метод, как буллинговая карта школы, когда обозначаются места, где чаще всего происходят, ну, скажем так, вот агрессивные действия, направленные на других детей, и организовываются в таких местах дежурства, еще какие-то способы все-таки присутствия взрослых участников образовательного процесса. Важно, конечно же, работать с педагогическим составом, да, помимо того, что внутри школы должны быть разработаны понятные для каждого взрослого схемы действия. Важно также все-таки обучать педагогов взаимодействовать, как разговаривать, как с агрессором, так и с жертвой, и, в принципе, как формировать ту же команду связи детей. И, конечно же, очень важно включать родительское сообщество, привлекать, информировать, потому что в дальнейшем очень часто, когда возникает уже собственная ситуация буллинга, родители либо не признают, да, такие агрессивные действия своего ребенка, либо в принципе боятся обращаться за помощью, потому что считают, что школа бездействует и ничего хорошего не выйдет, нам ничем не помогут. Чаще всего так, идут в какие-то сторонние организации, вот мой ребенок там жертва, помогите, да, хотя в принципе нужно решать это внутри школы. Ну и конечно же, желательно, тоже об этом говорил предыдущий оратор, о том, что что-то создавать по типу совета отцов при школе, да, то есть таких компетентных, коммуникативных родителей, имеющих влияние на детей, да, умеющих с ними взаимодействовать, которые также будут подключаться к решению подобных вопросов. Ну, важно понимать, что при наличии хотя бы какой-то схемы действий, да, важно делать, да, и в принципе вот такое явление, как буллинг, оно преодолевается, да, но тогда, когда включаются взрослые. То есть сами дети подобное явление преодолеть не могут, потому что здесь включается психология толпы, которую достаточно
сложно преодолеть. И, конечно же, важно работать с ребенком жертвой, то есть важно оказать ему помощь. Еще, да? Угу. Ну и это то, что касается буллинга, да, то есть это такая достаточно сложная тема. Конечно же, желательно, если, допустим, нет никаких схем в работе, да, с таким явлением, важно, конечно же, их каким-то таким методом мозгового штурма в своем образовательном учреждении, конечно же, разработать для того, чтобы взрослый, тот же самый классный руководитель или учитель не оставался один на один с подобным достаточно сложным явлением, для того, чтобы он понимал, что за ним стоит школа, за ним стоят определенные механизмы, которые, в принципе, работают, и у него есть поддержка. Найти вот все методы работы с буллингом можно вот жирным шрифтом выделены методические рекомендации. Вот здесь вот они все очень подробно описаны, которые, в принципе, можно взять за основу в своем образовательном учреждении, то есть которые разработаны именно в Москве. Ну и есть немного времени затронуть такое, скажем так, еще одно такое направление в поведении детей, да, это аддиктивное поведение. О чем важно знать? О том, что в том случае, если мы удерживаем ребенка в возрасте от 10 до 21 года от аддиктивного зависимого поведения, вероятность возникновения зависимости после 21 года равняется нулю. Почему очень важно именно в этот период задействовать все возможности, в том числе и которые можно задействовать в школе, для того, чтобы в дальнейшем молодой человек не столкнулся с какими-либо зависимостями. Помним о том, что зависимости могут быть разными, химическими, психологическими, и зачастую детей приводит просто любопытство, следование правилам взаимоотношений в группе, либо поиск легких форм удовольствия, поиск каких-то эмоций, либо как протестное поведение. Но чаще всего мы понимаем, конечно же, и в этом плане школе сложно, что основным источником аддиктивного зависимого поведения является нарушение внутрисемейных отношений. То есть тогда, когда отсутствуют теплые отношения, тогда формируются, в семье отсутствуют теплые отношения, формируются разного рода зависимости. И здесь использовать, конечно же, с детьми важно различные подходы, начиная от интеллектуальных подходов. Все то, что вы делаете, я думаю, это делается в школе, то есть метод убеждения, да, когда мы даем определенный информационный материал детям, но важно понимать, что лекционный материал усваивается только на 15%, да, на 15%, и участники включены достаточно пассивно, у них не формируются такие нейросвязи, которые в дальнейшем включатся и сработают в тот момент, когда будет риск возникновения зависимости. Более действенным является, конечно же, эмоциональный подход, интерактивный, когда с детьми все это проигрывается. Мне нравится, как сейчас вот в этом плане действуют у нас в Сыктывкаре некоммерческие организации, которые занимаются именно профилактикой аддиктивного поведения. То есть они с детьми все это делают в интерактивном виде, когда участниками являются сами дети, и они разрабатывают свои какие-то ценностные подходы, свое видение вообще к аддикциям. То есть только вот через такие вещи ребенок действительно усваивает какие-то важные моменты. И, конечно же, все то, что делается в школах, то есть это создание системы первичной профилактики на организационном уровне.
Спасибо огромное за доклад, Елена Васильевна. Очень познавательно. Презентация, уважаемые коллеги, будет доступна для скачивания сразу после завершения трансляции нашего сегодняшнего республиканского онлайн-семинара. Но сейчас мы приглашаем для выступления Борисову Ольгу Валерьевну. Она к нам присоединится, да, в видеотрансляции. Ольга Валерьевна, пожалуйста, присоединитесь к нам. Мы ожидаем вас. Да. Ага, вот и Ольга Валерьевна, замечательно. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Итак, наш семинар продолжает методист отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения образования и здоровья, да, Государственного учреждения Республики Коми. Приветствуем вас. Все верно. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня я бы хотела рассказать вам о социально-психологическом тестировании как об одной из технологий профилактики негативных социально-психологических явлений, в том числе употребления психоактивных веществ. И прежде чем приступить к выступлению, можно небольшой организационный момент. Я бы хотела узнать, видно меня и слышно ли. Будьте добры, в чате пропишите плюсики, минусы, если такие есть. Спасибо большое. Итак, с 2014 года во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республики Коми, ежегодно проводится социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. На протяжении вот уже многих лет мы стараемся донести до специалистов образовательных организаций актуальность данного мероприятия, важность обеспечения 100% охвата респондентов, то есть обучающихся, начиная с 7 класса и достигших 13-летнего возраста, а также тот факт, что социально-психологическое тестирование, созданное для изучения зависимого поведения, можно использовать и для исследования других видов девиантного поведения, суицидального, агрессивного и так далее. Кроме того, у социально-психологического тестирования есть и другие достоинства. В идеале это 100% охват обучающихся. Кроме того, социально-психологическое тестирование дает возможность увидеть индивидуальные результаты обучающихся и вообще результаты в динамике. Тестирование проходит с использованием единой методики СПТ, обязательной для образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации. Разработана она специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова, а также специалистами Центра защиты прав и интересов детей по поручению Государственного антинаркотического комитета. Методика является опросником и состоит из набора утверждений. Существует 3 формы опросника. Для обучающихся 7-9 классов с вопросами в количестве 110 штук, для обучающихся 10-11 классов на 140 вопросов и для студентов также на 140 вопросов. Направлена методика на выявление, на определение вероятности вовлечения респондентов в аддиктивное поведение на основе выраженности и соотношения факторов риска, то есть тех социально-психологических условий, повышающих угрозу вовлечения в то самое зависимое поведение, и факторов защиты, то есть обстоятельств, повышающих социально-психологическую устойчивость к факторам риска. Позволю себе остановиться подробнее на факторах риска и факторах защиты, дабы актуализировать наши с вами знания психологические и не только. Да? Факторы риска перечислю. Первый фактор – потребность в одобрении. Желание получить позитивный отклик в ответ на свое поведение. И в чрезмерном виде такая потребность может переходить в стремление угождать, и нравится всем лгать, и осознанно преувеличивать хорошее о себе мнение с целью понравиться и быть принятым. Что мы можем с вами как специалисты в такой ситуации сделать? Развивать адекватную самооценку обучающихся, развивать чувство самоуважения и позитивного самоотношения. Следующий фактор риска
это подверженность влиянию группы. То есть повышенная восприимчивость к воздействию группы и готовность изменить свое поведение и свои какие-то установки под давлением, да, членов этого коллектива. В этой ситуации мы формируем, ну, как совет, да, формируем представление у обучающихся о личных границах, учим отстаивать свою позицию и развиваем способность делать самостоятельный выбор. Следующий фактор риска – принятие социальных установок общества, то есть согласие, убежденность, приемлемость для себя каких-то отрицательных примеров поведения, в частности, оправдание своих социально неодобряемых поступков. Здесь необходимо формирование самостоятельного и критичного мышления обучающихся. Далее, да, по поводу факторов риска, фактор такой, как склонность к самому риску, то есть предпочтение действий, ситуаций, выбор альтернатив, сопряжен с большой вероятностью потерь и так далее. Здесь нам необходимо помочь обучающимся, то есть сформировать у них модель ответственного поведения. Импульсивность, устойчивая склонность действовать по первому побуждению, да, своему внутреннему, под влиянием каких-то внешних обстоятельств или эмоций. В данной ситуации помогаем обучающимся развивать навыки самоконтроля, учим их приемам совладания, развиваем эмоционально-волевую сферу, учим рефлексировать. Тревожность. Тревожность, в свою очередь, это предрасположенность воспринимать широкий спектр ситуаций как угрожающие, ну, вот в своем случае, которые приводят к плохому настроению, мрачным предчувствиям, какому-то беспокойству. Да? Как и в случае импульсивности, мы тоже помогаем развивать обучающимся навыки самоконтроля, учим приемам совладания, развиваем эмоционально-волевую сферу и так далее. Фрустрация. Психическое состояние переживания неудачи обусловлено невозможностью реализации намерений и удовлетворения потребностей, возникающие при наличии реальных или мнимых неопределенных препятствий на пути к какой-то цели. В этой ситуации актуально формирование умения конструктивно преодолевать жизненные трудности, раскрывать внутренние ресурсы личности обучающихся. Ну и последний фактор риска – наркопотребление в окружении. То есть распространенность потребляющих среди знакомых, близких, да, создающая опасность приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из наркопотребляющих. Ну, я думаю, тут тоже все понятно. Формируем осознанное неприятие к потреблению и стараемся развивать позицию мотивированного отказа у обучающихся. Ну, что касается факторов защиты, я их перечислю. Это принятие родителями, принятие одноклассниками, самоконтроль поведения и самоэффективность. В случае с принятием, с таким фактором защиты, как принятие родителями, я думаю, тоже все просто и легко. Мы должны стараться формировать у обучающихся позитивное отношение к семье, уважительное отношение к членам семьи. Да? Принятие одноклассниками. Развиваем коммуникативную компетентность у членов детского коллектива. То есть развиваем у них еще и умение не только оказывать, но еще и принимать психологическую поддержку в том числе. Социальная активность – это активная жизненная позиция обучающихся, выражающаяся в стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. Здесь важно включать всех обучающихся в проектную внеурочную деятельность. Ну и по двум последним факторам защиты, еще раз их обозначу: самоконтроль поведения, сознательная активность по управлению своими поступками в соответствии со своими убеждениями и принципами. Ну и самоэффективность, последний фактор защиты – это уверенность в своих силах достигать поставленные цели, даже если это потребует больших физических и эмоциональных затрат.
Что касается методики тестирования, обращу ваше внимание на то, что она не может быть использована для формулировки заключения о наркотической или иной зависимости респондентов. Кроме того, мы оцениваем не обучающиеся группы риска, а степень рискогенности социально-психологических условий, в которых они находятся, да, респонденты обучающиеся. В данной методике осуществляется анализ данных, как количественный, так и качественный. Вводится понятие резистентность, то есть сопротивляемость процедуре тестирования. И есть обратная связь для респондентов, а также профессиональная интерпретация результатов для специалистов. Результаты тестирования можно использовать в качестве диагностического компонента воспитательной деятельности. На их основании необходимо оказывать обучающимся своевременную адресную психологическую и педагогическую помощь, а также рекомендуется разрабатывать индивидуальные и групповые профилактические программы. Вам, как классным руководителям, следует включать свои планы работ и данную работу, да, работу в этом направлении. Необходимо тесно взаимодействовать с педагогами и психологами, ведь на самом деле вы непосредственные и главные его помощники, по сути. Так как вы несете прямую ответственность за свой класс, в идеале у вас должна болеть душа за коллектив и каждого отдельного ученика. И никто лучше вас не знает, да, этих учащихся, ведь вы находитесь в постоянном контакте с ними, и у вас есть возможность часто их наблюдать. И если вдруг до вас не довели результаты социально-психологического тестирования, поинтересуйтесь у педагогов-психологов или другого, да, ответственного за СПТ лица в образовательной организации, и используйте их, то есть эти результаты, в организации проведения классных часов и родительских собраний. И у нас большая просьба к вам. В чем просьба, да, состоит? Настраивать детей и их родителей на участие в тестировании, да, в этом мероприятии, а особенно во втором этапе тестирования, то есть участие в профилактических медицинских осмотрах, если вдруг ваша образовательная организация оказалась в группе риска. Ну и напоследок такие небольшие статистические данные. В нынешнем учебном 2020-2021 году в СПТ приняли участие 47 050 обучающихся из 308 образовательных организаций. То есть это 100% образовательных организаций нашей республики поучаствовали в тестировании. А если в процентном соотношении, то 85% обучающихся. Если брать школьников, то это 31 016 школьников, 883 воспитанника детских домов, 13 787 студентов заведений среднего профессионального образования и 1364 студента заведений высшего образования. Я думаю, что сейчас на связи находятся у нас специалисты из всех уголков Республики Коми. Ну, поэтому озвучу для вас, да, наибольший охват обучающихся тестированием, если брать муниципальные органы управления образованием, нам обеспечили Усинск, Инта, Печора, Ухта, Уктыл, Троицко-Печорский район, Усть-Илимский, Усть-Илимский, Княж-Погосский, Сысольский, Усть-Куломский и Ижемский. Мы, как непосредственные организаторы и кураторы данного направления, хотели бы поблагодарить всех за участие в данном мероприятии и сказать о том, что в ближайшее время будут подведены итоги, с которыми мы вас обязательно ознакомим. На этом я свое выступление заканчиваю и передаю слово организаторам семинара. Большое спасибо. Если есть, конечно, вопросы, вы их можете озвучить в чате. Спасибо, Ольга Валерьевна, за содержательный доклад. Да, тут вопрос был только один по поводу сроков, да, когда будут получены результаты социально-психологического тестирования. Ну, да. Учитывая то, что сроки проведения социально-психологического тестирования были продлены до 22 января, ну вот на следующей неделе, скорее всего,
будет уже готов, ну, еще, наверное, не подписан приказ об итогах проведения социально-психологического тестирования, поэтому в ближайшее время. То есть где-то на начало марта уже будут ознакомлены, да, образовательные организации с итогами. Да, все верно. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. До свидания, до новых встреч. До свидания. Продолжаю наш семинар. Итак, слово мы передаем Ларисе Владимировне Бадаевой, начальнику отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Лариса Владимировна всегда поддерживает наши семинары, и такую важную тему, которую мы сегодня поднимаем, да, осветит именно вот из первых уст человек, который действительно знает не понаслышке о той ситуации, которая у нас происходит в Республике Коми. Итак, вопрос, который освещается сегодня, это проблема профилактики участия детей в несогласованных протестах, втягивания несовершеннолетних в деструктивные действия, пути ее решения. То есть вот те случаи, которые произошли в самое ближайшее, да, для нас время, последние события, которые имели резонанс, да, большой в обществе, вообще в общественном мнении каком-то, да, и вот мы бы хотели, конечно, получить от вас информацию по поводу этой ситуации. Спасибо большое, Анастасия Николаевна, за предоставленную возможность выступить. Почему? Потому что проблема действительно злободневная, и она не остановится теми событиями, которые произошли 23-31 января. Я так понимаю, что данные митинги, в дальнейшем протестные, несанкционированные митинги, акции будут продолжаться. Но прежде чем начать свое выступление, прошу всем показать сюжет, где студенты непризнанной Донецкой Народной Республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие навязанные идеи. Будьте добры, пожалуйста. Общества Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать вам, что вас может ожидать. Уже 7 лет мы живем в состоянии гражданской войны. Войны, которую никто не ожидал, войны, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей так называемой революции достоинства. В 2004 году в Киеве произошла так называемая «Оранжевая революция». Она преподносилась нам как мирная акция, как волеизъявление граждан, как попытка народа отстоять своего лидера, которого отравили и попытались убить. Мы видели представителей западных стран, которые приезжали на Майдан и поддерживали толпу. Они говорили, что победа протестующих приведет их к лучшей жизни и сделает гражданами свободной Европы. Но Майдан не дал всего этого. Страна раскололась на Запад и Восток, на тех, кто купился на сказке о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома с Россией. После 2004 года Украина перестала быть прежней. Нас стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке. Нам запретили говорить на русском. Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников. И уже в 2014 году те, кто 10 лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и коктейлями Молотова против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их мирными протестующими и детьми, закрывая глаза на все те зверства, которые они вытворяли. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье. Наша легитимная власть отступила. Произошел переворот, захват преступным путем. В новой стране оказалось нет места для нас, тех, кто думает по-другому.
по-русски. Потом горел Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены стать на защиту нашей земли. 7 лет, каждый день погибают невинные люди. Эта война унесла жизни многих, детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости. Сегодня многие из тех, кто стоял на Майдане, просто чтобы быть как все, быть в тренде, прячутся от военкоматов. Они боятся идти на фронт. Говорят, что не за это стояли, что не этого хотели, да и вообще не хотели ничего. Они просто боятся погибнуть за чужие навязанные идеи. Мы обращаемся к вам с призывом. Не дайте себя обмануть. Те люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну. Им все равно на последствия. Возможно, сейчас вам кажется, что вы стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, они не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не становитесь на их путь, не помогайте им. Станьте на защиту Родины. Подумайте о своих родных, о своем будущем. Одумайтесь. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком. Все мы понимаем, что одним из ключевых направлений борьбы с негативным проявлением в общественной среде выступает их профилактика. А устами сверстников это одна из лучших профилактик. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Латинская мудрость означает возможность человека подготовиться ко всякого рода неожиданностям, если о них он извещен заранее. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде несовершеннолетних, так как именно эта категория населения является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию. Частый максимализм в оценках, суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения антиобщественных идей среди наших детей. Последние события 23 и 31 января текущего года, когда мы увидели в рядах митингующих наших детей, несовершеннолетних, необходимо проводить работу не только среди детей, но и среди взрослой аудитории. Родителям необходимо напоминать об ответственности за противоправные действия несовершеннолетних в части участия в таких митингах и акциях, а также о последствиях участия в таких мероприятиях, прежде всего для жизни и здоровья подростка. Необходимо разъяснять о том, что несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать их дети. Напоминать родителям о необходимости контроля за действиями своих детей, особенно в местах массового скопления граждан. Давайте перейдем по понятийному аппарату. Что такое митинг? Митинг – это массовое нахождение, скопление людей в каком-либо месте с целью публично выразить мнение, личное или коллективное. Несомненно, нужно объяснять о том, что право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. Однако право не может быть абсолютным. И в России возможность свободного проведения митингов ограничена федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях от 19 июня 2004 года, номер 54 ФЗ. Данный закон закрепляет в том числе порядок организации митингов, правила определения мест для проведения мероприятия, субъективный состав участников, то есть организаторы, участники, основания для приостановления или прекращения митинга и многие-многие другие вопросы. Что такое санкционированный митинг? В силу статьи 7 Федерального закона номер 54 ФЗ
организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение митинга в органы исполнительной власти того или иного субъекта, где он проводится. Далее производится согласование места его проведения. Далеко не во всех местах можно устраивать массовые собрания людей. Территории, где их проведение запрещено, перечислены в части 2 статьи 8 Федерального закона 54. К территориям, на которых проведение митинга запрещено, относятся железнодорожные пути, площадки, примыкающие к зданиям органов власти и так далее. Кроме того, нельзя проводить митинги, где они могут нарушить работу инфраструктурных объектов, повлиять на движение транспорта. В случае, если все эти вопросы будут согласованы, оно может быть одобрено. Но обращаю ваше внимание, что в пункте 4 статьи 6 Федерального закона номер 54 указано, что участники публичных мероприятий не вправе, первое, скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Второе, иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе, ну и, конечно же, находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. Спрашивают, задают многие вопросы, какого возраста можно ходить на митинги. Российское законодательство не ставит ограничений по возрасту для участников согласованных акций, только для их организаторов. С 16 лет можно организовывать митинги и собрания, с 18 лет пикеты, демонстрации и шествия. Быть участником можно в любом возрасте, потому что это право закреплено в Конвенции о правах ребенка ООН. По ней дети имеют право на свободу собраний. Что такое несанкционированные митинги? В преддверии 23 января мы с вами увидели, что в сети интернет через блоги, социальные сети активно распространялись сообщения, призывающие граждан, в том числе и несовершеннолетних, к участию в несанкционированных публичных мероприятиях. Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. Такие мероприятия, к сожалению, редко проходят спокойно, мирно и интеллигентно. Несанкционированный митинг влечет различные правовые последствия для его организаторов и участников. Ответственность варьируется как от административной, так и до уголовной. Ну а теперь рассмотрим более подробно, какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или умышленно его нарушает. Статья 20.2 Административного кодекса Российской Федерации звучит следующим образом. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Так вот, частью 1.1 предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это содействие не содержит уголовно наказуемого деяния. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательная работа на срок от 20 до 100 часов или административный арест до 15 суток. В том числе несут ответственность должностные лица, штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и на юридических лиц административный штраф накладывается от 250 до 500 тысяч рублей. Частью 5 данной статьи 20.2, предусмотрена ответственность за участие в митинге нарушением установленного федеральным законом номер 54 порядка. За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательно работы до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее, штраф до 300 тысяч рублей, административный арест до 30 суток. При этом семья подростка вынуждена уплатить штраф
может пострадать не только материально, но и для них может наступить еще ответственность по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Последствия участия в несанкционированных митингах для несовершеннолетних, конечно же, это в дальнейшем постановка на профилактический учет подразделений по делам несовершеннолетних. Теперь переходим к уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки». Значит, в данной статье прописаны ответственность и за организацию массовых беспорядков, и за вовлечение лица в совершение данных действий, и за участие в массовых беспорядках, и за призывы к массовым беспорядкам. Так вот, за организацию массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. За вовлечение лица в совершение действий, указанных в части 1 данной статьи, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 22 января текущего года стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту вовлечения совершеннолетних в несогласованные мероприятия. Так, в таких сетях, популярных социальных сетях, все мы знаем, что ВКонтакте, ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и Ютуб были выложены призывы вовлечения несовершеннолетних в данные незаконные протестные акции. Сегодня в РИА Новости в 13:05 Генпрокуратура Российской Федерации предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях, неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащих призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И также предупреждены все сайты, которые имеются в сети интернет, о том, что за размещение в сети интернет призывов к массовым беспорядкам, равно их участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомню, что перед акциями 23 января прокуратура и МВД Российской Федерации заранее предупредили о недопустимости вовлечения граждан, в том числе детей, за участие в несанкционированных мероприятиях. Кроме этого, полиция напомнила об ответственности за провокации в адрес силовиков на митингах. Согласно части 4 статьи 17 Федерального закона о полиции, неисполнение законных требований сотрудников полиции или неповиновение сопротивления им отдельных участников публичного мероприятия влечет за собой ответственность этих участников, предусмотрена законодательством Российской Федерации. Так вот, в соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию, в частности, сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнения ими служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Уважаемые классные руководители, я так понимаю, да, Анастасия Николаевна? У нас присутствует и классный руководитель СПО, и воспитатель. Вот, замечательно, замечательно. В ходе проведения профилактической работы с детьми и с родителями по данной тематике, ссылаясь на закон, вы должны объяснить его основные статьи, поясняющие права граждан, и рассказать об ответственности за нарушение, о наказании, которое грозит тем, кто умышленно не соблюдает законодательство Российской Федерации, и не допустить вовлечения наших детей в противоправные действия по неосведомленности и незнанию законов, которые, как известно, не освобождает от ответственности. И потом, коронавирус никуда не делся, в связи с чем в республике продолжают действовать ограничительные меры, они касаются проведения в том числе и публичных мероприятий.
Обращаю ваше внимание на то, что в некоторых школах республики, как стало мне известно от моих сотрудников, директора образовательных организаций не впускали сотрудников полиции с беседами по данной тематике. Я считаю, что это абсолютно неправильная позиция. Мы детей не агитируем на чью-то сторону, мы им разъясняем только об ответственности и правовых последствиях. 4 февраля текущего года прошло внеочередное заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних в режиме ВКС, где присутствовали начальник управления образования, и в постановление данной комиссии МВД Республики внесло предложение инициировать приглашение сотрудников правоохранительных органов, это не только полиция, но и Следственного комитета, прокуратуры, для проведения целенаправленной профилактической работы, в том числе в онлайн-режиме, со школьниками старших классов, студентами вузов об ответственности и правовых последствиях за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Но прокуратура Республики Коми внесла некие коррективы в это предложение, указав на то, что беседы мы должны уже проводить не только со старшеклассниками, а уже начиная с учащихся 3-х классов. Поэтому напоминаю вам, что за каждой образовательной организацией, где идет образовательный процесс и обучаются несовершеннолетние дети, закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. Поэтому проблем проведения бесед на данную тематику у нас не должно быть. Прошу также привлекать для занятий с детьми представителей общественных организаций, Совет отцов, ветеранские, патриотические и другие объединения, и в том числе социально ориентированные НКО. Я думаю, что всем вам интересно, а что же, как же наши дети повели себя в данных мероприятиях 23 и 31 января. Хочу вам сказать, что 31 января ни один подросток не был доставлен в дежурную часть, но 31 января доставлено 7 человек, 7 несовершеннолетних, вернее, 7 учащихся образовательных организаций, один из них уже 18-летний молодой человек, в дежурную часть УВД города Ухта и города Сыктывкара. Вообще мы зафиксировали более 100 с лишним фотографий на данных мероприятиях детей, направили в Министерство образования. И хочу сказать огромное им спасибо за оказанную помощь, в то, что они помогли нам выявить лиц учащихся. На сегодняшний день физических лиц составило таких 17 несовершеннолетних, из которых в отношении 9 уже составлены протокола по части 5 статьи 20.2. Более того, вчера в городе Ухта уже рассмотрены первые материалы комиссии по делам несовершеннолетних и наложены штрафы за нарушение детей по данной статье 10 тысяч рублей. Если вас интересует, кто это больше ходит, мальчики или девочки, то есть по гендерному признаку одинаково. 8 мальчиков, 9 девочек. По занятости на уровне что школьники, что ОСПО. Но по школам город Сыктывкар это 4-я школа, 15-я школа, где выявлено 3 несовершеннолетних. И вот для меня это звоночек о том, что у нас в 15-й школе дети такие позицию поддерживают, но она противозаконна на сегодняшний день. 33-я школа города Сыктывкара, Усинск – это школа номер 4 и Ухтинский технический лицей. Если брать ОСПО, то прошли несовершеннолетние учащиеся из Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Сыктывкарского политехнического техникума, Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, колледжа культуры и Сыктывкарский медицинский колледж. Причинами участия несовершеннолетних в данных мероприятиях объясняют тем, что в основном это любопытство. Некоторые присоединились за компанию, ну а некоторые поддержать митингующих, выразить свою гражданскую позицию. Я хочу обратить ваше внимание на признаки вовлечения подростков в участие в митингах. Ну, во-первых, это резкая смена круга общения детей, несвойственная ранее политическая заинтересованность и активность.
резкая реакция на официальные новости. Каков же алгоритм работы данной категории детей, вообще в целом с нашими несовершеннолетними детьми? Это до митинга, да, первичная профилактика, куда дети, родители, педагоги, ну, конечно же, субъекты профилактики, в том числе органы, правоохранительные органы. Вторая позиция, точка, это митинг. То есть я очень благодарна о том, что активно откликнулись в оказании нам помощи педагоги города Сыктывкара и оказали помощь именно профилактической направленности детей, не допуская их нахождения в акции, несанкционированной акции 31 января. Ну и, конечно же, вторичная профилактика уже после митинга. И опять же, родители, дети, педагоги и субъекты профилактики и правоохранительные органы. Профилактическая работа, дети и педагоги. Конечно же, необходимо проводить больше тематических классных часов. Как говорит молодежь, ну, 10-11 классов, конечно, рано, наверное, еще относить к молодежи, но ребята говорят, дайте нам выговориться, дайте нам поговорить. Поэтому я предлагаю все-таки, ну и, наверное, уже проводятся такие мероприятия, как моделирование политических ситуаций, диспуты, ролевые игры, день самоуправления в школах, далее создание, укрепление и развитие молодежных общественных организаций, экскурсии в Общественную палату Республики Коми, Государственный совет Республики Коми. Конечно, те, кто не проживает на территории города Сыктывкара, а в других городах, районах республики, возможно, администрация того муниципального образования, где можно тоже на эту тему проговорить. Каким образом должна стоять работа, профилактическая работа с детьми и родителями? Со стороны родителей должен быть, конечно, наблюдение, контроль, неочевидный, воспитание социальной культуры, формирование нравственных ценностей, воспитание неравнодушного гражданина своей страны, собственный пример, объяснение реальных мотивов организаторов несанкционированных акций. Очень важно при проведении профилактических мероприятий с детьми избегать насаждения ценностей, прямого запрета, нравоучения, которые, скорее всего, будут иметь обратный эффект. Желание пойти на митинг из чувства протеста. Ваша задача и наша задача объяснить детям, что мы не лишаем их права на выбор, уважаем их позицию, но обязаны объяснить правовые последствия их возможных действий, чтобы они не совершали необдуманных поступков. Важно, чтобы обучающиеся доверяли вам, ведь большую часть времени дети находятся в образовательных организациях, и чтобы они не воспринимали школу как источник ограничений, а источник норм и правил, тогда они к вам прислушаются, потому что прежде всего вы, педагоги, пример для них. Вы значимые взрослые для наших детей. Спасибо большое за внимание. Готова ответить на вопросы, если они возникли в ходе моего выступления. Да, спасибо огромное, Лариса Владимировна. Вопросы касаются прежде всего непосредственно вот тех статей, которые мы сегодня обращались, просят презентацию педагоги. Я думаю, может быть, без проблем мы что-то придумаем и сделаем. Да. Возможно, вот на основе данного материала сделать презентацию, предложить в качестве инструмента для наших педагогов. Также был запрос по классным часам, да, каким образом эта тема может освещаться для ребят общеобразовательной и образовательной организации, СПО, в том числе и в домах-интернатах, да, детских домах. Вот. Я думаю, что эти вопросы мы тоже решаем. Единственное, что тут очень важно, да, на какой уровень образования мы нацелены, да, в соответствии с этим уровнем мы представляем статьи, информацию и какие-то презентации для... Ну, Анастасия Николаевна, у нас возраст административной ответственности вступает с 16 лет, поэтому в любом случае любой участник несанкционированного митинга несет ответственность и до 16 лет, и после 16 лет. Поэтому я думаю, что для шестиклассника узнать эту информацию, она полезна и важна, что для учащихся 11 класса или студентов УСПО. Они должны знать об этом. Еще раз говорю, кто проинформирован, да, тот и вооружен. И знать они это должны. А это уже внутреннее убеждение. Пойти туда, не пойти. Главное, что мы их предупредили, что за это влечет ответственность и правовые последствия.
И уже есть примеры, да, Да, которые конечно, само у собой. нас вот действительно стали такими печально актуальными, да, в свете последних событий. И вот тот список школ, который был освещен, и профессиональных организаций, да, образовательных. То есть мне кажется, что все-таки для педагогов данных образовательных учреждений это, ну, все-таки новости удивительные и неприятные. Ну, вы знаете, Анастасия Николаевна, мы, наверное, немножко не сработали. Когда в прошлом году пришел обзор с МВД России об этих акциях, я такая думаю, господи, как хорошо, что у нас все спокойно. Вот все-таки надо всегда работать опережением, да. В любом случае, вот провели бы тогда беседу, а может быть, наоборот, бы интерес еще больше у них повысился. На сегодняшний день мы, конечно же, работаем постфактум, но в любом случае, даже в прошлом году, когда не было этих митинг-акций, мы эту тему озвучивали на классных часах и на родительских собраниях с родителями. Почему? Потому что, ну, это должны знать все, абсолютно. Да, политическая обстановка в стране все-таки следующим образом у нас обстоит, что вот эти самые направления молодежные, ТикТок, да, его каналы и социальные сети, то есть мы живем в мире цифровых технологий, наша молодежь опережает нас. Конечно, и между нами, к конечно. сожалению, образуется некая пропасть. Вот эту пропасть очень важно преодолеть, да, быть ближе к детям, и все-таки вот эти вот, может быть, механизмы предложить для того, чтобы вот именно в профилактических целях они также использовались, как и другой стороной, так скажем, да, в целях, в общем-то, вовлечения ребят вот в те самые деструктивные действия по неосторожности, по любопытству. По любопытству, да. Быть, да. За компанию. За компанию, как правило. да. Поэтому они и просят, что дайте нам площадки, дайте нам выговориться. То есть вот они готовы к диалогу. Теперь мы должны понять, готовы ли мы к диалогу. Да? Ну, конечно, мы взрослые, мы должны, обязаны быть к диалогу. Но вот такие площадки, они требуют на сегодняшний день. Да, согласна. Мы вот тоже участвовали буквально вчера в рамках работы круглого стола на федеральном уровне, да, обсуждали проблемы воспитания, и там все-таки много говорили участники этого круглого стола о том, что очень важно организовать пространство детей, да, и был задан вопрос, а почему взрослых не было на этих митингах, да, которые могли бы увидеть там своих детей, может быть, поинтересоваться, насколько, ну, не в том плане, что там принять участие за что-то, да, а в том плане, чтобы пресечь, да, может быть, помочь ребятам, может быть, направить или перенаправить их вот эту энергию в другое русло, потому что часто сейчас все-таки стоит вопрос о неком клубе выходного дня, да, в образовательных организациях. Вот я хочу сказать, что из 17 человек практически 60% ничем не организованы досуговой занятости. Это дети и не состоящие на учете полиции, это дети, не входящие в юнармию РДШ, и у них масса вот этого свободного времени, которое они не знают, куда его применить. Поэтому вот неурочная занятость, досуговая занятость все-таки в любом случае очень значима для наших несовершеннолетних детей, чтобы они смогли вот эту свою пылкую энергию, да, внести в правильное русло. Согласна с вами. Поэтому, да, если есть вот возможности в образовательных организациях действительно осуществить работу клуба выходного дня, понятно, что это сопряжено со многими организационными моментами, да, в том числе и это же выходной день и для педагогов в том числе, да, то есть каким образом можно организовать эту неурочную деятельность, по интересам действительно перенаправить детей и родителей. То есть очень важно привлекать в семьи, не просто, да, самих несовершеннолетних, а именно семьи, потому что вот встретила свою коллегу буквально перед событиями, которые случились, да, мы когда-то давно работали, она уже бабушка, любящая своих внуков, и вот она рассказала о том, что в классе, в 6 классе нашей Сыктывкарской школы у нее вот внук ей доверил такую новость, что бабушка, ты знаешь, у нас разделились ребята в классе, там 7 человек, вот они за президента, а там 3 там за того-то и так далее. Ну, то есть какие-то такие вещи. То есть даже шестиклассники это обсуждают между собой, потому что тема, она есть, она имеет место быть. И очень важно, чтобы мы, взрослые, подали вот информацию действительно вовремя, да, своевременно, правильно, не перегибая, что называется, палку, не перетягивая, да, какие-то понятия вот именно детские, да, потому что мы уже в силу своих
каких-то мировоззренческих, да, особенностей, видим ситуацию иначе, у нас уже другой опыт, а это ребята, которые воспринимают совсем иначе. И вот эта вот знакомая бабушка внук, она ему рассказала о том, ну вот смотри, как мы живем. Вот видишь, мы ездили, выезжали к морю, да, с тобой вместе, как мама хорошо бывает с нами много времени рядышком, и так далее, и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые мы можем объяснить нашим ребятам на том уровне, на котором они будут доступны. Будут ли это родители, бабушки, дедушки, учителя, педагоги, директора. Самое главное, чтобы вот этот мостик, да, между нашими ребятами, детьми и несовершеннолетними, и нами, взрослыми педагогами, сотрудниками различных, да, структур ведомственных, он был все-таки налажен, и мы не теряли этой связи. Это очень важно. Все, спасибо вам огромное. Все, спасибо большое за внимание. В любом случае, еще раз говорю о том, что за каждой образовательной организацией закреплен инспектор по делам несовершеннолетних, к которому вы можете обратиться с тем или иным вопросом для проведения тех же или иных бесед, да, по различной тематике. Это не только митингам, но абсолютно всем. Ну и в конце концов у нас совместные планы работы же утверждены в начале учебного года, поэтому я думаю, что все эти мероприятия в дальнейшем проводятся согласно плану и не только. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за сотрудничество. Спасибо, Владимир. Мы очень рады вас видеть. Спасибо. И слышать. Спасибо большое. Главное, своевременно. До свидания. Всего доброго. Уважаемые коллеги, что хочется сказать. По поводу клуба выходного дня, здесь тоже был вопрос о том, что очень важно, чтобы он был современным, востребованным ребятам. На самом деле, да, чтобы вот не было этой пропасти, мы должны использовать информационные технологии и, так сказать, в целях общеобразовательной организации, СПО, домов-интернатов, детских домов, потому что на самом деле вот ребята проводят у компьютера, у телефонов своих, да, у каких-то гаджетов действительно большее время. И чтобы наша деятельность, да, наши какие-то ценности тоже также вот регламентировались и на уровне цифровых технологий, были интересны и доступны, важно организовать и такое действительно общение с ребятами в том числе. И выходного дня действительно мог бы быть достойным выходом и перенаправить детей и родителей, во-первых, по тем видам деятельности, которые будут им интересны. Будет ли это спортивная какая-то площадка, будет ли это интеллектуальная площадка, да, будет ли это какая-то танцевальная, может быть, площадка и так далее. Компьютерный класс, который организовывается какой-то темой, каким-то мероприятием, событием, да, когда ребята создают какой-то проект в интернете, на площадке каких-то соцсетей и так далее, потому что все эти технологии, они доступны, и мы ими владеем, наши молодые педагоги, ну, и мы все-таки стараемся быть в ногу со временем, да, мы к ним обращаемся. Спасибо огромное всем участникам нашего сегодняшнего семинара, а я бы в конце нашего семинара хотела пригласить всех участников, классных руководителей общеобразовательных организаций СПО, воспитателей, домов-интернатов, детских домов, коррекционных школ-интернатов. Я бы хотела пригласить к участию в республиканском конкурсе методических разработок календаря образовательных событий. Информацию об этом конкурсе. Там именно будут представлены классные часы, именно в разрезе календаря образовательных событий, о котором мы тоже говорили, да, и вот приближается празднование столетия Республики Коми, мы бы, конечно, хотели пополнить копилку наших педагогов данным праздником, да, сценарий к данному празднику, может быть, какому-то просветительскому событию или интересному интерактивному событию, уже как наши коллеги проявят свое творчество, проявят себя. Информация и установочный семинар будут выложены завтра на нашем сайте, пожалуйста, ожидайте. И вернувшись к теме нашего сегодняшнего семинара по запросам наших уважаемых участников, да, методические разработки, методические или рекомендации по профилактической работе стадии разработки, тот материал, который использовала сегодня Лариса Владимировна, непременно нами будет использован. Презентации также в ближайших вебинарах, семинарах по теме, а вы знаете, что мы эту тему действительно не оставляем, она актуальна, и мы стараемся максимально привлечь, да, наших уважаемых педагогов
и посредством них родителей и обучающихся образовательных организаций несовершеннолетних, да, мы будем действительно и говорить об этом, и создавать презентации для возможного использования в классных часах, выкладывая их в галерее лучших практик на нашем сайте, а также на портале образовательных, да, нашем образовательном портале. Спасибо вам огромное за участие, за общение, за сотрудничество. Мы ждем от вас обратной связи. Думаю, со сертификатами и их получением мы справимся. Технические возможности нами все время, так скажем, усовершенствуются. Но вот видите, наших участников становится все больше, поэтому не всегда выдерживают сайты такого пристального внимания. Но мы стараемся транслировать и на YouTube, да, канале данный семинар, и к тому же предоставляем возможность регистрации на данный семинар на сайте линейки семинаров в течение длительного времени, а уже потом все участники, зарегистрировавшие, даже которые просмотрели наш сегодняшний семинар после завершения трансляции, смогут также получить этот самый сертификат. Спасибо огромное за участие. Я надеюсь, наш семинар был полезным, интересным. И, конечно, нас подвиг на дальнейшие действия в этом направлении. Вот уже поступил конкретный запрос, на который мы, конечно же, среагируем и организуем данную работу. Спасибо огромное. Всего доброго.